За январь-февраль 2024 года на учет по беременности в Коми встало на 120 женщин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика взяла курс на улучшение демографической ситуации. Повышать рождаемость планируют в том числе и с помощью мер поддержки семей. С начала года региональный семейный капитал увеличили в 2 раза, до 300 тысяч рублей. А если родившей первого ребенка маме не исполнилось 25 лет, то ей положен регкапитал в 500 тысяч рублей. Семьям с детьми школьного возраста готовы помогать с питанием, проездом и даже одеждой. Нами начата большая работа, подготовлен законопроект, который уже расширит действующие меры поддержки и введет новые в соответствии с новыми решениями президента. Это и пособие на оплату проезда, льготный проезд по социальным проездным билетам школьникам, это компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это с 1 сентября текущего года, это уже ранее было принято решение, еще в прошлом году, Владимир Викторович, как раз мы, как знали, и принято такое важное решение, это установление бесплатного питания для школьников старших классов и для детей из многодетных семей, что очень и очень важно. И еще также в рамках указа президента и будет включена эта мера уже в новый документ региональный, это предоставление пособия на приобретение школьной одежды и спортивной формы. Все расчеты нами проведены. Сегодня мы понимаем, что на этот пакет дополнительных мер поддержки в рамках указа президента и всех новых решений потребуется в год порядка 305 миллионов рублей. Продление программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Ее индексация – это лишь малая часть мер, направленная на поддержку семьи, материнства и детства. Многодетная семья должна стать нормой жизни. Об этом заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Принципиальный вопрос – такие семьи не должны быть бедными. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семей с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу и предлагаю дополнительно помочь субъектам федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года. К 2030 году численность родившихся в Коми детей должна быть не ниже 6,5 тысяч. К слову, в прошлом году родилось 6337 малышей. Многодетных семей тоже должно стать больше, порядка 12 тысяч. Президент, когда озвучивал 2 ведущих направления, это суверенитет России, это внешняя экономическая ситуация. Второе, он сказал, а сейчас о главном. И этим главным оказалась семья, детство, материнство. Это семейные ценности, это все то, что касается как раз вот человека, детей и так далее. И когда он озвучивал новые меры поддержки семей с детьми, продление материнского капитала, поддержка, всевозможные там льготы и так далее, он сказал, что ряд регионов уже поддерживают достаточно хорошо и поблагодарил эти регионы. И я так поняла, что в числе тех, кого он поблагодарил, это была наша республика. Родители должны быть уверены в будущем своих детей, поэтому большое внимание президент уделил условиям, в котором воспитывают подрастающее поколение. Это касается детских садов, школ и профессиональных учебных организаций. Единая система образования, создание во всех школах медицинских кабинетов, капитальный ремонт учреждений. Все это должно быть сделано до 2030 года. Безусловно, самое важное – это безопасность, комфорт пребывания наших школьников в школе и, конечно же, от этого повышается качество образования. И здесь работа по строительству объектов, она приоритетная. Мы много сделали, здесь на слайде есть, но у нас есть стратегическая карта, которую мы продлим с 2027 года по 2030 год, и мы уже понимаем, что у нас потребность в строительстве 30 школ в 14 муниципалитетах, и из них 13 школ – это для ликвидации второй смены в 5 муниципалитетах. Кроме того, мы понимаем, что нам надо продолжать строительство и 9 детских садов. В первую очередь это связано с ветхостью действующих зданий.
Владимир Путин отметил, что на капремонт детских садов и школ выделят дополнительно более 400 миллиардов рублей, а на ремонт учреждений профобразования более 120 миллиардов. Правительство республики до конца марта подготовит план-график реализации посланий президента. Руководители ведомств и главы муниципальных образований должны подготовить предложения для формирования пула проектов. Дарья Волокжанина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.